Добрый вечер. В эфире программа «Не пропусти главное». Чуть больше месяца остается до главного спортивного события, к которому готовится вся республика. Как известно, с 5 по 17 июля в Якутске пройдут шестые международные спортивные игры «Дети Азии». О том, какие мероприятия, помимо спортивных состязаний, запланированы на это время, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете задать свой вопрос гостям в студии. Добрый вечер. Владислав Валерьевич, скажите, пожалуйста, какие приятные культурные события будут происходить этим летом в республике? Ну, вообще лето ожидается очень напряженное. Вообще это у нас традиционно. В других субъектах, ну, вообще принято так, что театры, учреждения культуры уходят на летний отдых, да, и завершают свои сезоны. Но у нас как раз-таки вот в это время, в начале лета, у нас только начинается вот жаркая пора. И да, вот буквально со следующей недели у нас ожидается несколько крупных мероприятий. Это 125-летие Русского театра в Якутии, это приезд Евтушенко, это премьера «Капитанской дочки» в постановке Андрея Борисова. И далее мы переходим, ну, все более значимым тоже крупным мероприятием. Это, конечно, Эсэх Аланхо, это Эсэх Туймада, который тоже имеет республиканский статус. В рамках этого мероприятия у нас пройдут Дни Москвы в Якутске. Ну и, конечно, вот то событие, к которому мы готовились 4 года, то, которое объединит многие-многие фестивали, мероприятия, конкурсы, в том числе для детей, многие из них будут международными. Это, конечно, культурная программа международных игр «Дети Азии». Скажите, какие нововведения, может быть, будут? Вот мы знаем, что фестиваль шедевров ЮНЕСКО, да, фестиваль циркового искусства и так далее. А что-то вот новое будет в этом году? Ну, новое у нас, конечно, меняется формат самих мероприятий, меняется их содержательная основа, но мы стараемся, наоборот, как бы собрать такую единую культурную программу, которая будет постоянно, которую будет ожидать зритель, поскольку, ну вот, и об этом тоже говорилось часто, когда к нам приезжали вот высокие вот спортивные гости, там представители вот Федерации спорта, о том, что на самом деле игры «Дети Азии» могут подразумевать и соревнования, состязания в культурной среде. То есть культурная составляющая, она может быть полноценно быть какой-то вот важной такой составляющей именно игр, как игр, да, самих. Ну вот мы знаем, что свое согласие уже подтвердили об участии 38 стран, это в спортивных состязаниях. А скажите, в культурную программу, да, будут у нас приезжие гости? Ну да, это у нас международное мероприятие крупное, вот третий международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо. Это событие, которым нет аналога во всем мире. Мы ожидаем приезд порядка 13-14 стран, которым представят свои шедевры и которые будут рассказывать вот, о своих вот достижениях в области сохранения шедевров на различных театральных площадках ну, вот, города Якутска. Мы ожидаем вот приезд из 13 стран и многие другие вот тоже международные проекты. О них вот тоже коллеги расскажут. Это, конечно, биеннале современного искусства, актуального искусства, изобразительного. Это цирковой фестиваль «Мамонтенок» и ну, много вот тоже других мероприятий, где мы ожидаем гостей из-за пределов страны, не только из республики. Скажите, а вот программа шедевров, встречи шедевров ЮНЕСКо, она будет немножко другая, не такая, какая была в 2012 году, 4 года назад? Да, мы ожидаем других гостей, которые, может быть, ну, сейчас к ним, может быть, даже повысился вот интерес в последнее время, они сейчас у всех на слуху. Мы ожидаем все-таки, что будет приезд, вот, допустим, многоголосого грузинского песнопения. Очень Это, красиво. ну, да, будет событие, которое привлечет внимание наших зрителей. И, ну, вот есть такие тоже шедевры, которые мы хотели бы пригласить, допустим, фламенко, да, испанский фламенко ожидается вот, ну, вот такого, скажем, порядка явления, которые интересны не только вот нам, деятелям культуры, да, но также интересны широкой публике, поскольку так у нас сложилось, у нас публика избалованная, она ждет чего-то необычного, интересного, и в принципе все, какие у нас программы предоставлялись
по фестивалю встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланху, залы были переполнены. То есть не хватало билетов, люди не могли попасть, уже вот приблизиться к шедеврам. Мгм. Но пока нет в продаже билетов, да, пока по срокам Да, у нас еще. вот последние сейчас подготовительные этапы, когда мы уже определяем именно размещение по площадкам. Я думаю, что буквально даже вот со следующей недели уже появится ясность, где как это будет происходить. Ну и выступать они, наверное, будут на театральных площадках, да? Театральные будут и открытые площадки, будут и разный формат, в зависимости от того, какой интерес к шедевру, да, от того, что мы представляем, насколько это будет интересно широкой публике. Поскольку, конечно, шедевры — это специфическое искусство, и в основном оно, конечно, ценится специалистами. Ну да. Ну, конечно же, всех интересует сама церемония открытия и закрытия. Это вот, наверное, такие представления, которых действительно все очень ждут и думают, а что же там будет такого интересного, что будет такого нового, необыкновенного, Татьяна? Добрый вечер. Ну, вот, что касается церемонии открытия и закрытия, конечно, это самые, ну, скажем, такие Зрелищные. зрелищные и, ну, ключевые, скажем так, события, да, поскольку именно вот они являются вот критерием оценки вообще экономического, социального, культурного статуса, да, региона, страны, в которой, собственно, проводятся подобного уровня крупные мероприятия, да. И, ну, конечно же, ну, что сказать, конечно, это главная интрига, я не буду раскрывать всех секретов, конечно. но мы стараемся, и я думаю, что все пройдет на хорошем уровне, впрочем, да, как обычно, я думаю. И, ну, я думаю, что мы все-таки не разочаруем зрителя, но скажу то, что, конечно, для постановочной команды каждый раз, ну, составляет некую трудность, потому что, ну, скажем так, если Олимпийские игры проходят, ну, скажем так, в определенной стране раз в 100 лет, то у нас через каждые 4 года, то каждый раз, конечно, что-то... Удивлять через каждые 4 года удивлять, сложновато, ну, да? достаточно сложновато, но мы работаем над этим, и я думаю, что на этот раз, ну, вот одним из, ну, скажем так, новшеств будет это, ну, зажжение огня совершится на Сайсарском озере. То есть, и, ну, А каким достаточно... образом зрители на трибунах это увидят? Это будет все проходить через онлайн-трансляцию на трибунах. И, в общем-то, ну, стадион вмещает в себя, ну, максимум 15 тысяч человек. Да. И получается, что вот остальная аудитория, которая не попадет на стадион, она, в принципе, может наблюдать за этим зрелищем на берегу Сайсарского озера, и, ну, туда может попасть достаточно большое количество людей, да, гостей и жителей города Якутска. Вот. И, ну, всех приглашаем вот на это событие, да, всех приглашаем на церемонию открытия и закрытия. Ну, наша команда уже достаточно давно, можно сказать, год уже интенсивно мы работаем, и, ну, примет участие около 3000 коллективов, лучших коллективов нашей республики. Огромное их количество. Буквально вот начиная, ну, с Нового года они обзванивают нам, да, предлагают свое участие. Там очень много желающих принять участие. И, ну, хотелось бы сказать то, что якутская культура на самом деле, да, и вообще и традиционная культура, и вот на сегодняшний день мы видим, что и, ну, и как бы наши популярные исполнители, да, они уже, ну, выходят на достаточно высокий уровень, и якутская культура, искусство, оно уже, ну, скажем так, стало, ну, достаточно высокого уровня мировым брендом. И ну, вот в церемонии и открытия, и закрытия мы будем презентовать эти бренды. То есть наиболее узнаваемые уже элементы, да, ну, персонажи, типы появятся. Ну, я думаю, что, в принципе, мы достойны того, чтобы весь мир мог за нами наблюдать, узнавать. Ну, Наша публика требовательная, и гости тоже уже привыкли к тому, что мы действительно вот удивляем. Многие к нам приезжают не в первый раз, да, и наверняка вот среди участников игр тоже будут не в первый раз те, кто к нам приезжали. Поэтому, конечно, ну вот на нас возложена такая задача действительно удивить, представить что-то интересное, какое-то необычное решение. И ну вот через это отрасль культуры, на самом деле, она создает вот имидж
имидж республики. У нас, допустим, вот многие явления, которые действительно появились у нас, они сейчас широко известны во всем мире. К нам приезжают гости, они говорят о том, что они слышали, что такое ланхо, что такое там хамус, допустим, да, что такое якутское кино. Сейчас, ну, все говорят, вот якутское кино, это, ну, понятно, это есть такой бренд, якутское кино. И мы должны вот, то есть, как бы, привлекая к себе внимание, да, вот как бы использовать этот интерес и представить его вот в таком театрализованном виде. Да, я понимаю, что вы всех, конечно, секретов, всех вот этих раскрывать не хотите сейчас, да и не нужно этого делать. А все-таки можно сказать о том, чему будет посвящено это представление? Ну, буквально вот, чтобы чего ожидать? Ну, Какая тема взята? идея, да? Да, скорее всего. идея. Но идея вот заключается, восходит к тому, что на самом деле вот, как сказать, вот наш тип мышления, вот тип менталитета вообще северного человека, да, ну, как считаем мы, ну, режиссерско-постановочная группа, да, он все-таки уникален. То есть мы своим характером, своим образом жизни, своим образом мышления, в принципе, можем очень многое дать миру во благо его спасения. В общем, ну, это и является его, ну, нашей основной идеей, что именно северный человек спасет мир. А кто является режиссером церемонии открытия и ну вот, закрытия? У нас все эти годы главным режиссером мероприятия, как вы знаете, был Андрей Савич Борисов, наш режиссер. Но на этот раз он назначен в статусе художественного руководителя культурной программы и церемонии открытия и закрытия, а главным режиссером является Сергей Потапов, тоже не менее известный наш режиссер. Ну и, в общем-то, Ну и тем более будет интересно посмотреть какое-то, может быть, немножко другое видение, другое представление уже, да, да. молодого режиссера. А скажите, а кто писал сценарий? Целая группа, наверное. Ну, Это группа под руководством да. Татьяны как раз Да. писалась. Ну, я являюсь членом сценарной группы, руководителем группы. Нас 3 человека в группе. Это Алексей Константинов и Гела Красильникова. Ну, то есть команда наша, ну, постоянно мы так работали и будем, видимо, работать. Ну, пока никаких сложностей не возникало. Нет, абсолютно никаких. Ну, творческие сложности у нас есть только. Ну, как без них тоже, да? Да, ну давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим о культурной программе Международных спортивных игр «Дети Азии». Здравствуйте, я представляю театр Ланхо сегодня. Я хочу рассказать вам немного о наших гостях, которых ожидаем мы. Это Северный театр оперы Кунчуй, так называется. У нас китайская труппа, едет около 25 человек. Идет большая организационная работа, сейчас как бы где будут они проживать, питаться и так далее. Ну, в общем, да. И из слов Владислава Валерьевича, там, скажем, имидж, да, Республики Саха-Якутия и вообще богатую культуру нашу мы, думаю, показали в декабре 2015 года в городе Пекине, в Китае, да. Там проходили у нас, получается, Дни культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Они прошли, скажем, с очень большим успехом для китайского зрителя, да. Мы представили то есть у нас был проект с театром оперы Кунчуй. Мы поменялись, как бы, обмен опытами, получается, да. Они представляли наш героический эпос Ланхо, Туяра Мако, а мы представляли их одноименную пьесу «Пионовая беседка». И на этот раз шедевры ЮНЕСКО мы будем представлять как бы китайскую труппу именно не с Туяра Майко, да, а с пионовой беседкой уже в китайском варианте. То есть дать зрителям понять, где разница и вообще различие культур, но оно, наверное, скорее всего, очень большое, да. То есть пионовая беседка, одна пьеса в исполнении как бы 2 различных театров и культур. Примерно так. Очень интересно послушать коллег.
Я работаю в Национальном художественном музее и хотела бы рассказать о самом нашем крупном мероприятии, которое ожидается у нас во время Детей Азии. Это 4-я уже международная Якутская биеннале современного искусства. Она у нас первые 2 года была под брендом актуального искусства. И первые 3 года художники искали среду, они трансформировали окружающую среду, это была их задача в первых биеннале. Сейчас же у нас тема называется «Дети Земли». Уже человек, художник, он осознает себя, свою роль в этой среде, которую он уже до этого разрабатывал. И мы ожидаем тоже большое количество приезжих гостей. Это у нас не только зарубежье у нас будет большая группа из Франции. Под предводительством нашего комиссара биеннале, уже 3-й год он является комиссаром биеннале, он приводит еще художников из Венесуэлы и Южной Кореи. Также у нас будут небольшая группа из Китая, это китайские художники, с ними связь держит у нас Союз художников Якутии. И будет у нас также фотохудожник из Японии, очень интересная личность, наверное, Татьяна потом позже о нем расскажет. И у нас будет большая такая экспертная комиссия, группа экспертов, это представители крупнейших российских биеннале. Это Уральская биеннале, Алиса Прудникова, она будет экспертом. Также у нас будет представитель из Москвы, господин Гричин. Он содержит такой Гричин Холл, это центр современного такого арт-продакшена, можно сказать, в Москве. Это отдельно стоящая галерея, резиденция, в которой художники имеют возможность творить, выставляться, продавать свои работы. И также у нас будет представитель из Петербурга, мы сейчас с ним ведем активную переписку. У нас 2 варианта, это это будет эксперт, посоветованный Государственным русским музеем, да, или же это будет такой человек, представитель с Петербургского центра современного искусства. Группа у нас будет большая, и работа тоже у нас будет направлена на несколько платформ. Это у нас будет образовательная платформа, то есть мы не только делаем выставку большую, мы делаем большую образовательную платформу. Биеннале для детей, отдельная программа, где будут и наши местные художники, и приезжие художники заниматься с детьми. Также образовательная платформа, она будет включать разные паблик-токи, дискуссии, не знаю, там какие-то публичные выступления наших приезжих экспертов, встречи с ними, обсуждение именно того проблемного поля, которое состоит у нас в плане современного искусства, оно есть. И также у нас будет выставочная платформа, которая будет у нас разделена на 5 выставочных площадок. Это выставочная площадка в самом здании Национального художественного музея на Кирова 9, в нашем выставочном зале в здании Комдрагмета. Также будет задействована выставочная площадка Арктического государственного института искусств и культуры и 2 площадки в городе. Это Талое озеро, которое известно нам с прошлого биеннале. Вы там, наверное, заметили какие-то такие арт-объекты. И новая площадка — это сквер учителя, который вот по Ярославского у нас скоро уже открывается. Я забыла сказать о наших партнерах. Вообще биеннале проводится при поддержке правительства республики в партнерстве с Министерством культуры и духовного развития, с Арктическим государственным институтом искусств и культуры, с Северо-Восточным федеральным университетом, Союзом художников и вот наш Национальный художественный музей. Мы все вместе коллаборируем, можно сказать, эту большую работу. И вот помимо выставочной и образовательной платформы у нас будет такая коммуникационная платформа. То есть каждый человек, каждый участник биеннале, он сможет пообщаться с нами, узнать что-то новое, узнать, посоветоваться, возможно. И будет интересно. Галина, а когда это все начинается? Это все начинается, да. Вообще работа, она уже сейчас ведется. Некоторые гости у нас уже приедут в конце июня. Это вот французская сторона у нас приедет в конце июня, и уже начнутся образовательные части. А само торжественное открытие биеннале будет 7 июня в Национальном художественном музее. И 3 дня будет работа экспертов вестись, будет работа жюри большая, и будут выбраны победители, лауреаты биеннале, которые будут объявлены уже 8 июля.
Я до этого июня говорила, да? Нет, июля, вы сказали, ага, 7 хорошо. июля торжественное открытие. Да. Но я предполагаю так, что действительно очень обширная программа, Да. очень много всего интересного. Все это будет в стенах, открытие будет в стенах художественного музея. Сможет всех вместить, всех желающих? Да, как вы конечно, у нас думаете, да? просто само открытие торжественное, оно будет, скорее всего, для участников, и для экспертного состава, потому что для посетителей? Для посетителей все это время будут работать выставочные площадки, образовательные мастер-классы. Каждый желающий сможет в них принять участие. Вот. И помимо биеннале у нас, конечно же, работают наши выставки, постоянные экспозиции художественного музея, которые будут открыты после ремонта. Также наши галереи будут работать. Это галерея зарубежного искусства на Петровского и картинная галерея Афанасия Николаевича Осипова на Хабарова, 27. Ну и в выставочном зале у нас недавно открылась выставка Союза художников, открытая к 75-летию основания Союза в Якутии. И очень интересная, очень такая красивая выставка, она висит, и она будет работать до конца июля. Так что все гости детей Азии, они смогут посетить. Галина, давайте мы чуть-чуть прервемся, послушаем наших телезрителей. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый Я вечер. хотела узнать, как во время игр будет задействован вообще парк культуры, будет ли там какие-то новые мероприятия, может, аттракционы или еще что-то. Спасибо. Константин, ну вот как раз я сейчас хотела к вам обратиться. Вот надо сказать, что впервые будет работать парк, культурный парк международных спортивных игр «Дети Азии». Чем он будет заниматься? Это будет на территории парка культуры и отдыха? Нет, это не на территории парка культуры будет располагаться парк, это на Комсомольской площади. Он будет возведен парк, то есть никогда до этого не было во время спортивных игр «Дети Азии», чтобы была единая площадка. А это специально сделано для горожан, для гостей столицы, кто приедет, туристам может отдыхать и посмотреть на это замечательное мероприятие. Этот парк будет полностью мобилен в плане того, что там будет абсолютно все. Там будут ежедневно проходить культурные мероприятия, начиная от зарядки спортивной, утром. С утра пораньше. С утра прям, да. Трансляция игр будет культурная, то есть художественная самодеятельность будет выступать. Ежедневно там будут проходить концертные вечерние, будут приглашены звезды российского шоу-бизнеса, которые будут абсолютно бесплатно давать концерт. Будет ежедневно проходить награждение наших чемпионов, которые выиграют там золото, серебро, бронзу. Ну, Вся церемония награждения вся церемония будет проходить, проходить там. И этот парк чем хорош, туда можно будет прийти и начало развлечься, посмотреть культурную программу, отдохнуть. Будет лаунж-зона специально, где будет точка Wi-Fi, будет газон там. Ну, может человек и посмотреть, отдохнуть, пойти покушать. Будут стоять арт-объекты, спортивные площадки, то есть там настольный теннис будет. Там все жители и гости Как столицы хорошо. могут прийти и провести время, а не ходить по городу и искать, где же все-таки что происходит. То есть С целый день с утра и до Да, с позднего утра, вечера да, там да. бесконечно будет что-то Да, происходить? там будет развлекательная программа для гостей и жителей столицы. Это бесплатно? Это бесплатно, все абсолютно. Туда не нужно будет платить ни за вход, ни за что. Ну, пришел и просто наслаждайся культурной программой, которая дарит вам именно. Это же праздник для всей республики, Как эти хорошо. игры. Ну, все-таки, отвечая на вопрос нашей телезрительницы, Владислав Валерьевич, можете что-то сказать по парку культуры и отдыха? Что там будет? Ну, конечно, парк культуры, он находится возле Комсомольской площади, будет тоже местом проведения различных мероприятий. У нас, ну, скажем, вообще мероприятия будут проходить по всему городу, в разных местах. И нужно сказать о том, что будет составлена программа. Она сейчас составляется уже, конечно, в проектном виде, но в ближайшее время, я так полагаю, что где-то через 2 недели, да, наверное, уже будет составлен макет общей программы, где будут перечислены все спортивные мероприятия и все культурные мероприятия. И также перечислены все те учреждения, которые принимают гостей в это время, куда смогут прийти гости. И эта программа будет отдельно напечатана отдельной такой брошюрой. И вот, скажем, ну, Действительно, такая программа обязательно нужна, потому Очень что нужна. вот мы видим, насколько это все будет насыщенно, и жители и гости столицы, они должны как-то ориентироваться в этом. Может быть, заранее, куда-то надо билеты заранее приобретать. Я уж не говорю про открытие-закрытие, а, предположим, вот в театр, на выставки и так далее. Да?
Ну, еще будет традиционно уже фестиваль циркового искусства. Мы Сергея Расторгуева приглашали, он, к сожалению, не смог сегодня быть с нами здесь. Что там интересного? Кого мы ожидаем? Также мы ожидаем несколько гостей из разных стран. Это традиционный тоже фестиваль. Он становится для нас, ну вот вообще международный фестиваль «Мамонтенок», он становится для нас итогом той фестивальной и соревновательной программы, которая проводится в республике, поскольку ну, сегодня наша республика имеет ну, самый северный цирк в мире, бриллиантовый цирк, который является ну, не только учреждением культуры, куда приходят люди, чтобы посмотреть вот, выступления артистов, но также он является такой системообразующей такой организацией, которая проводит общественную работу. То есть создаются цирковые студии, цирковые кружки, и это проводится по всей республике. У нас проводится наш республиканский фестиваль «Мамонтенок», и далее он перерастает в международный фестиваль. Ну, мне подсказывают, что мы еще раз должны прерваться на короткую рекламу. Реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о культурной программе международных спортивных игр «Дети Азии». Константин, ну действительно, это просто уникально. Вот, впервые, не хочу сказать, додумались, но здорово, что вот, придумали вот такое. А кто явился автором этой идеи? Автором это руководитель дирекции международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Владимирович Максимов. Вообще, на самом деле, такие культурные парки, они ну, существуют на всех больших спортивных мероприятиях. Взять Олимпиаду, Универсиаду. И мне кажется, у Дети Азии должен быть свой культурный парк. На самом деле там будет массу мероприятий, не только будет сцена занята, как это ну, проходило, но в то же время будут выставки. На выставки современного искусства будут происходить, современной культуры, там выставки здорового образа жизни. Там будет возведен фудкорт, не будет там просто каких-то ларьков, там все будет все красиво, все цивильно, то, что человек придет и отдохнет, и он будет горд, то, что у него в городе будет стоять такой парк. И будет там, можно будет прийти ну, с семьей и отдохнуть. Там, допустим, много арт-объектов, будут стоять хэштеги, там, где можно будет прийти просто даже пофотографироваться. Просто, мне кажется, жители и гости столицы будут приходить туда и получать массу удовольствия. Ну вот получается, что вот эта вот Комсомольская площадь, она будет как-то видоизменена, да? Что Да, там, то есть какие там, работы там будут проведены? на самом деле 8 числа откроется парк, 8 июля, 7 июля построят этот парк. То есть он будет возведен уже, просто привезут туда все объекты, и 7 он уже начнет в тестовом режиме под вечер уже начинать работать, а 8 мы сделаем открытие парка. Там будут выступать ну, звезды якутской эстрады на открытии обязательно. А вы Ну, еще сказали звезды российского шоу-бизнеса. Наверное, всех интересует, а кто же к нам приедет? Ну, мне кажется, это должно быть сюрпризом для жителей, чтобы было... Ну, одного хоть назовите. Ну, обязательно приедет посол игр Ливан Горозия, Элван, который даст бесплатный концерт 11 июля. Туда могут прийти все желающие, и это будет абсолютно бесплатно, чтобы это было так хорошо. Здорово. Татьяна, международный клуб общения, который при ДК Кулаковского, да, работает уже со вторых международных спортивных игр «Дети Азии». Что в этом году предложит клуб? Ну, во время игр «Дети Азии» Дом дружбы народов распахнет свои двери радушно, гостеприимно. И клуб международного общения «Дружба» действительно начал свою работу еще ну, со вторых игр, это 2000 год. И с этого момента не пропускал ни разу игр и ну, пользуется успехом. Этот проект абсолютно для национально-культурных объединений. Это участники, организаторы они при поддержке Министерства по развитию институтов гражданских инициатив. И ну, наши национальные культурные объединения все шефствуют над своими командами, странами, откуда они родом, так скажем, и за другими, допустим, русская община за Палестиной, ну вот такими, допустим, даже они... Шефство они берут, да. и с И ними в эти дни вот они работают с ними, приглашают. И клуб международного общения абсолютно всех приглашает, и гостей столицы, и горожан.
Так что мы приглашаем в эти дни принять участие, приходить и радоваться вместе с нами, общаться. Вот такие Там, вот. ну, общение, ну, там какие-то будут выступления? Да, или что там выступления, будет? да, это выступления самодеятельных артистов и творческих коллективов, которые занимаются при Доме дружбы народов имени Кулаковского. И желание есть привлечь еще приезжающих из разных улусов нашей республики, ну, детских коллективов. Сейчас переговоры идут, и думаем, что они не откажутся, поработают вместе с нами. Владислав Валерьевич, а сколько человек вообще ожидается по культурной программе из-за пределов республики? Ну, вот как Татьяна сказала, у нас в церемонии открытия и закрытия только участвует порядка 3000 человек. То есть это коллективы из республики. В основном мы, конечно, своими силами справляемся, да, у нас как бы за пределов мало, да, вот как бы, ну вот только гости к нам приезжают, как участники мероприятия. А ну, в целом будет задействовано вот такого порядка, получается. У нас все учреждения будут работать в авральном режиме, все переносят свои отпуска и уходят после только середины июля, когда ну, вот, уже начнутся у нас закрытие сезонов. Естественно, они выйдут немножко позже, как бы, потом из отпуска, но тем не менее у нас все учреждения вот сейчас вот, будут работать в таком напряженном режиме. И у нас как раз-таки в этот период попадает вот закрытие театральных сезонов. Мы ожидаем несколько крупных тоже значимых событий. Конечно же, это вот показ, второй показ у нас в Якутске оперы «Князь Игорь», на котором мы тоже будем приглашать наших московских партнеров, вот, солистов, которые у нас уже выступали. Поэтому ну, это будет тоже таким значимым событием, где задействованы все театральные коллективы. И ну, еще не все жители Якутии даже смогли посетить вот, этот спектакль, посмотреть, увидеть его и поразиться его масштабом. У нас ожидается осенью выезд этого спектакля уже ну, вот, в другие страны, там, Белоруссию, да, Прибалтику, поэтому вот, наш якутский зритель обязательно должен увидеть тоже. Ну, всегда очень красочные костюмы на открытии и закрытии. Да? Скажите, пожалуйста, а где они шьются, эти костюмы? Вот 3000 человек, участников. Их изготавливают в одной из фабрик города Якутска. То есть процесс сейчас уже идет интенсивными темпами. И можно сказать, что ну, в основной, как бы, ну, в этой части никаких проблем нет. Художником по костюмам является, ну, тоже наш уже известный, скажем так, художник по костюмам Сардана Федотова. Главным художником является Михаил Егоров. То есть мы тут без китайцев обходимся, да? Да, полностью обходимся. Главный балетмейстер Людмила Антипина тоже. Все ее знают, все коллективы нашей республики. Ну, в общем-то, состав такой, ну, скажем так, профессиональный крепко. И, ну, работают уже много лет. И вообще я хотела бы добавить, что на самом деле Дети Азии, ну, для нас, для людей сферы культуры, это на самом деле очень большой праздник. Потому что, ну, прежде всего, творческого человека питает, ну, вот какая-то идея, совершить что-то новое, интересное, да. И вот, конечно же, мы, ну, трудно работать, но все равно нам интересно. И люди, которые вот участвуют на церемонии открытия, закрытия, да, выросли уже несколько поколений детей, которые принимали участие в этих играх, да. И для каждого из них это очень ценный опыт, на самом деле, очень важный момент. И вообще я бы хотела очень поблагодарить вообще нашего первого президента Михаила Николаева вообще вот за это мероприятие, это событие, потому что оно действительно ключевое и является самым главным брендом нашей республики все-таки. Да, я тут могла бы согласиться с Татьяной, потому что вообще спорт и искусство как таковые, они должны, они вместе направлены на одно такое большое действие. Это когда человек может коммуницировать с другими представителями других культур, когда человек может набираться опыта. И вот наши биеннале и вообще все вот эти мероприятия, которые проходят в рамках Дети Азии, это огромная возможность нам, жителям далекого северного города, перенять какой-то опыт, научиться чему-то новому. И те дети, которые растут вместе с детьми Азии, они становятся немножко другими. Это воспитывается толерантность, воспитывается такое мировоззрение, такое космическое, да, когда мы не замкнуты у себя в маленьком пространстве. И это удивительное событие.
Скажите, как и, вы- наверное, шедевры ЮНЕСКО, да, это тоже совершенно, скажем, Где-то еще это уникальный можешь, опыт, в да. принципе, увидеть все в Во одном всем месте. мире, да, как сказали, уже аналогов не существует. Также и как работать здесь, да, как в оргкомитете, это очень большой и бесценный опыт для нас, для всех. Так же, как и проекты, обмены с разными странами, они тоже, думаю, уникальный опыт имеют большой. Скажите, а как вы отбирали участников церемонии открытия и закрытия? Ну, вот 3000 человек. Кто это? Кто эти дети? В основном это танцевальные танцевальные коллективы. коллективы, Да, мы всё-таки, опираемся да? на наши Да. хореографические коллективы Ну, республики. отбор лично, значит, делала наш главный балетмейстер Людмила Антипина. Она, ну, тоже профессионал очень высокого уровня. И буквально все коллективы, я даже не знаю, сколько там человек, ну, групп. Конечно, это она большая их- тяжелая Да, работа. Да она это вообще просто даже вот вот представить несколько себе как-то месяцев вот, как сидела это всё, и да. составляла списки каждого ребенка. То есть это очень тяжелый труд. И дети, конечно, вот многие хотят попасть, и зная, что это тяжело, они все равно хотят сюда Да. приехать, участвовать в этом, быть этом. Конечно, не у всех есть такая Все-таки возможность. репетиции, они такие достаточно утомительные, да, у нас уже жарко становится. Когда, кстати, начинаются репетиции? Репетиции начинаются 18 июля. Ну вот Июня. обычно... Июня. Июня, да. А обычно же вот бывает генеральный прогон, да, Да. открытие, и закрытия не бывает. По-моему, открытие генеральный прогон бывает. Туда могут попасть жители, гости столицы, чтобы посмотреть, те, кто, ну, предположим, не смог приобрести билет. Ну, обычно, как правило, дирекция организовывает, да, такие показы каждый год. Да? Ну и каждый Да, раз. возможно, в общем-то, это да. будет. Если мы это организуем, то весь город об этом узнает. Обязательно. Да, Владислав Валерьевич, вот вы сказали о брошюре, которая будет, она издается уже, и когда она появится, где можно будет прям ознакомиться полностью со всей программой. Ну, это тоже, опять к дирекции, наверное, вопрос. Это общая сводная такая программа, которая Но она будет. Да, она будет. будет Да. для широкой общественности, для любого желающего. Будет опубликована вся программа, сводка, где будут проходить все соревнования, все культурные мероприятия, начиная от всех театров, кинопоказов, какие концерты будут проходить и на Комсомольской площади. И также на сайте можно И пользоваться. на сайте это будет все выложено, на сайте Международных спортивных игр «Дети Азии». Спасибо. Я благодарю вас за очень интересную беседу. Ну, очевидно, что скучать нам не придется, и все мы в скорости получим такой хороший заряд положительных эмоций, массу впечатлений. Спасибо. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.